Қайырлы күн, құрметті достар, бүгін біздің 7-ші сабағымыз. Сегодня у нас 7-й урок уже с вами, дорогие друзья, здравствуйте. И сегодня мы с вами продолжаем тему падежи в казахском языке. Конечно, для начала давайте вспомним, что такое падежи, как они выглядят и зачем они нужны в принципе. Падежное окончание – это третий вид окончания, который может встречаться в казахском слове. И функция падежей – это конкретизация смысла в предложении. Давайте с вами разберем на следующем примере. Допустим, мен үйге дүкеннен таксимен келдім. Вот чуть-чуть забегая вперед, скажу, что слово «келдім» обозначает «я приехал», «я пришел», «я прилетел», то есть я вот сюда прибыл, так скажем. В этом предложении есть три слова, в которых есть падежное окончание. Это падеж, это үйге, это дүкеннен и это таксимен. И ровно отсюда, из-за наличия этих окончаний, мы можем понять смысл. Я домой из магазина на такси приехала. Давайте мы для примера уберем эти окончания. Просто оставим слова. И у нас получилось «я, дом, магазин, такси, приехал» или «приехала». По набору слов мы можем понять, что я, понятно, что на такси, то ли домой с магазина, то ли в магазин с дома. Вот на самом деле не совсем понятно, ровно эту функцию, конкретизацию смысла слова в предложении выполняет падежное окончание. Без них нам никак на самом деле. Повторюсь, еще такая ситуация, если, допустим, вот корень и 4 вида окончаний. Иногда слушатели спрашивают, что прям все они есть? Нет, не всегда. Если какого-то окончания нет, естественно, допустим, вот второго окончания нет, тогда последующее присоединяется к предыдущему. Все очень логично, все очень просто. Итак, на сегодня у нас два падежа, два красивых падежа. Это падеж винительный, и это падеж инструментальный. Обращаем внимание на нашу рабочую тетрадь, 7-й урок, лист 7.1. Перед нами схема двух падежей. Первый падеж – это винительный падеж. Винительный падеж в казахском варианте он обозначается табыс септік. Слово табыс произошло слово табу. Найти. Так вот, если мы говорим слово «найти», то у нас автоматически первый вопрос, который задается, найти кого что. То есть найти какой-то объект. Потом уже мы задаем вопрос, где найти, зачем найти, как найти. Так вот, первый вопрос у любого глагола всегда есть самый первый основной вопрос. Прийти куда? Уйти откуда? Потому что также мы можем сказать прийти, мы можем сказать зачем прийти. Допустим, когда прийти. Эти вопросы также хорошо монтируются с глаголом прийти, но первый вопрос это будет куда. Вопрос, допустим, если мы говорим взять, то первый вопрос это будет взять что. И ровно этот падеж, винительный падеж, почему мы его прямо назвали так же, как в русском языке, потому что функция и смысл табыс септік, он полностью соответствует русскому винительному падежу. То есть окончание мы вот видим с вами на листе 7.1 в таблице, окончание табыс септік, да, та, т и н. И после третьего лица причастных окончаний вариант н. Так вот эти окончания обозначают объект. Допустим, вот если мы видим дом, и там скажем вот это. То есть вот этот объект, нужно мне вот это взять, вот это переставить. То есть эти окончания, сейчас мы из предложения, из примеров детальнее это разберем. Давайте мы посмотрим, обратим внимание на второй падеж, инструментальный. Инструментальный в казахском варианте он звучит как көмектес септік. Көмектес септік. Слово көмектесу вообще обозначает помогать. Здесь есть корень слова көмек, помощь. Так вот, помогать, вопрос каким образом?
окончание, которое представляет этот падеж, это окончание мен, бен, пен. Те, кто застали в школе изучение казахского языка, помнят, что этот падеж самый любимый, наверное, после атау септек, в котором вообще нет окончаний. А в этом падеже все понятно. Здесь есть всего 3 мягких варианта. Мен, бен, пен. Твердых вариантов в этом падеже нет. И вот этот данный падеж, по сути, он обозначает инструмент действия, орудие действия. Поэтому перевод иногда может звучать как инструментальный падеж, как лично мне нравится назвать в переводе этот падеж. Некоторые преподаватели его переводят так же, как в русском языке, творительный падеж, то есть творить чем, творить как. Творительному инструментальный падеж соответствует, почти соответствует, частично. Но, в общем-то, общий смысл, да, он переносит, обозначает. Вопросы инструментального падежа. Первый вопрос основной – это «как», «қалай». И далее вопросы «кемен», «кем», «с кем», «немен», «чем», «с чем». И давайте на примере мы здесь посмотрим. Здесь под таблицей даны 3 глагола. «Түсірдім» – сфотографировал, «алдым» – я взял, и «жаздым» – я написал. Сейчас еще на этом уровне мы с вами, немножко забегая вперед, знакомимся с некоторыми словами, как бы они звучали уже. Так вот, это глагол в простом прошедшем, в первом лице. Грамматически мы это с вами не знаем, просто по факту слово «түсірдім», «түсірдім» обозначает «я снял», сфотографировал, «алдым» – «я взял», «жаздым» – «я написал», именно я и именно в прошедшем времени. Так вот, фотоны, телефон мен түсірдім. Комментирую страничку 7.1. Ваш пример. Я фото телефоном сфотографировал, либо снял. Каким образом мы обозначили окончание? От вопроса, от глагола, прошу прощения, түсірдім, снял, мы к фото задали вопрос. Снял что? Это не снял как? Это не снял зачем? Это не снял во сколько? Именно вопрос что, кого, что, объекты. Поэтому мы поставили окончание табыс септек. А если мы к телефону зададим вопрос, то у нас будет вопрос телефон мен түсірдім, снял телефоном, снял каким образом, снял как. И вот через вопрос мы с вами выходим на окончание көмектес септек, и поэтому здесь стоит окончание мен, бен, пен. То есть мы сводной таблицей падежей мы с вами очень легко можем пользоваться. Каким образом? От глагола мы к слову задаем вопрос, и, допустим, вопрос, «қалай». Вопрос «қалай» мы с вами ищем в таблице. Если еще проблематично задавать казахский вопрос, вы также можете к этому слову задать вопрос на русском, да? Допустим, сфотографировал телефоном на русском. Каким образом? Каким образом, да? То есть либо как. Потом ищите перевод этого вопроса. В таблице находите. Вы находите определенную строку, и на этой строке уже есть окончание, которое помогает ответить на данный вопрос. Бывает такое, что задавая вопрос от глагола к какому-то члену предложения, мы задаем вопрос, но не видим этот вопрос в списке падежей в падежах. В смысле, в списке вопросов в падежах. Если мы не видим, то мы должны перефразировать вопрос таким образом, чтобы его найти в списке. Потому что вся грамматика казахского языка умещается в одной падежной системе. Иногда бывает, что не вопрос мы ищем, а мы можем определить сразу функцию. Допустим, сфотографировал телефоном, и вы сразу можете определить телефоном, то есть этим, то есть это орудие действия. Точно так же вы нашли сразу функцию, обращаетесь к таблице, и вы выходите на определенный падеж. И на этой строке вы уже найдете и вопросы, и название данного падежа, и пример, и сами окончания. То есть этой таблицей, сводной таблицей падежей можно пользоваться с разных ракурсов. В любом случае вы либо одно найдете и также выйдете на строку падежа, либо
через вопрос, через функцию, через сам падеж иногда. Можете, допустим, при разборе предложения увидеть окончание, найти его в таблице и потом найти название этого падежа, то есть через само окончание. И теперь давайте мы с вами потренируемся. Лист 7.2. Табасепток, винительный падеж. Функция у этого падежа есть единственная функция – объект. Вопросы кого, что. Я взял бумагу. Я взял бумагу. Мы с вами видим уже в этом уроке у нас есть перевод слова «взял». Это алдом. Это называется лексическое опережение. Да? Бумагу. Сначала повторюсь. Для того, чтобы перевести, мы для начала пишем начальную функцию слова или словосочетания. Сначала пишем просто «бумага». Кагаз. И уже от глагола следующим этапом задаем вопрос к данному слову. Я взял бумагу. Вопрос будет звучать «что?». И я хочу сказать, что вот вопрос «что» в системе падежей встречается два раза. «Что» – это в смысле «не», именительный падеж «ко мне». И вопрос «что» – «не на». И его соседний вопрос «камда». И мы можем выяснить, нам нужно здесь окончание или не нужно. Вот эта именно ситуация с этим падежом, с табасептек, бывает такая достаточно скользкая, непонятная. Все очень просто. Мы должны сконкретизировать вопрос, подобрав этот вариант и этот. То есть я взял кто что ко мне или я взял кого что. Повторюсь, внимание. Я взял что? Я взял кто что? Или я взял кого что? И вот мы с вами понимаем, что логично поставить вопрос не на камде, не на, то есть кого что. И таким образом мы понимаем, что здесь есть окончание табасептек. А окончание табасептек будет звучать как кагаз да. Вот такая ситуация с этим предложением. Давайте возьмем следующий. Я написал СМС. Я написал СМС. Хорошо, конечно, писать, смотреть, да, так скажем, хорошо, но еще лучше писать. Поэтому, уважаемые друзья, я напоминаю, и я не то что надеюсь, я уверена, что у вас в руках ручка находится. Итак, мы пишем «Я написал СМС». Написал СМС. Вот такой пример. Очень активный, да, на самом деле, для нашего периода жизни. Глагол у нас уже готовый есть. Жаз дом я написал. СМС, у нас здесь нам нужно окончание поставить. Давайте зададим вопрос. Я написал что? Повторюсь опять. Я написал кто что или я написал кого что? То есть это атаусептек или табасептек. И здесь подходит вариант я написал кого что. То есть написал что в смысле кого. Вопрос табасептек. И, соответственно, здесь будет окончание табасептек. СМС-то звучит твердо, поэтому СМС-то. И еще один вариант. Я купил хлеб. Я купил хлеб. Я купил. Есть слово «купить» сатапалу. Есть официальное слово сатапалу. Но это слово, как правило, оно более книжное. И в жизни очень часто мы подменяем слово «купил» словом «взял». Поэтому давайте мы возьмем такой вариант, который приближенный к реалиям. Да? Я купил, в смысле я взял хлеб. Алдом. Повторюсь, сначала, чтобы перевести это слово, мы его напишем в слове в начальной форме «нам». И теперь далее задаем вопрос, чтобы его оформить, окончание поставить. Далее задаем вопрос от глагола к данному слову. Я взял, я купил что? Я купил вот этот объект. Окончание табасептек нам да. Вот табасептек, как он формируется. Сейчас мы с вами разберем комиктесептек. И разбирая следующий падеж, мы также с вами немножко коснемся табасептек. Потому что очень часто эти два
падежа рядом стоят, в смысле два слова с этими двумя типами окончаний. Көмектес септік инструментальный падеж. Его основной вопрос это как, каким образом. И вопрос, этот вопрос относится к функции орудия действия. Пример будет предыдущий плюс окончание слова с этим окончанием. Я взял бумагу рукой. Я взял бумагу рукой. Опять мы уже знаем слово «взял», «алдым». Бумагу, повторюсь, слово сначала в начальной форме пишем. Кагаз. Далее мы пишем «рука», «кол». И как-то у меня тут криво почему. Я как-то так странно пишу. Давайте вот здесь «алдым». И задаем вопрос к слову «кагаз». Я взял бумагу. Я взял что? Кто что или кого что? Кого что? Табы септік. Кагаз, да. Задаем к слову рукой. Я взял рукой. Я взял как? Я взял чем? И если вы поищете в таблице падежей, то вопрос «чем» будет именно вопрос инструментального падежа. И окончание инструментального падежа, соответственно, мен, бен, пен. Подбираем вариант, который подходит фонетически. Кол, мен. И вот мы с вами табы септік поставили и винительный падеж, и инструментальный падеж. Давайте следующий вопрос разберем. Пример. Я написал письмо чем? Ручкой. Я написал письмо ручкой. Потому что можно маркером, а можно чем? Фломастером можно карандашом. Я написал письмо ручкой. Я написал письмо ручкой. Глагол написал мы с вами уже можем переписать спокойно. Жаздым, уже знакомое нам слово. Повторюсь, снова повторюсь. Сначала слово в начальной форме. Письмо – это слово хат. Ручкой, ручка, которая, шариковая ручка, это слово калам. Поставили слова в начальной форме. А теперь оформляем, то есть дописываем окончание. Зададим вопрос от слова жаздым, написал письмо. Написал что? Опять повторяем. Написал кто что или написал кого что? Написал кого что. То есть здесь будет вопрос табы септік. Окончание табы септік. Хат, та. Задаем вопрос к слову ручкой. Написал ручкой. Написал чем? Написал как, написал чем. Вопрос чем в инструментальном падеже. И, соответственно, окончание инструментального падежа дописываем. Калам, мен. И вот на этом функция, я думаю, достаточно было разбора. У вас будет большая домашняя работа. У нас на сегодня еще одна тема небольшая есть. Хочу сказать про падежи, что с падежами на самом деле очень легко. Единственное, для начала нужно определить алгоритм, как мы ищем тот же падеж. Мы написали предложение, определили глагол, написали сказуемое в конец предложения. Почему я говорю глагол? Потому что сказуемое, процентов 80 это глагол. То есть самое главное слово, действие мы написали в конец. Далее, разделяя предложение на члены предложения, все части мы должны отдельно написать в начальной форме. И потом уже, написав все слова и словосочетания, потом мы уже от глагола задаем вопрос к каждой части, каждому слову, либо к каждому словосочетанию. И таким образом мы выясняем, какой падеж мы там должны дописать. Давайте мы здесь еще рассмотрим. У этого падежа есть еще функция совместность действия. В гости с Ермеком пришла. В гости с Ермеком пришла. Пришла, пришел. Мы с вами, напомню, категория рода в казахском языке отсутствует. Так, кель, дым. Давайте я пришла, да?
В гости мы видим в гости, и мы видим с ермеком. Гости пишем в начальной форме, это конак. Есть гости в смысле человек, который посетитель, да? Человек-гость. А есть понятие гости, как там прием, типа, что там еще бывает, там раут, да, гости. Вот слово понятие гости также переводится конак. И здесь мы напишем ермека в начальной форме. Ермек. От глагола, то есть написали, выяснили действие, написали, выяснили, какие словосочетания, слова здесь есть. В начальной форме написали конак, ермек. А теперь следующим этапом мы от глагола каждому члену предложения задаем вопрос. Пришла в гости. Пришла куда? Направление. Конак ка, то есть окончание дательно-направительного падежа. Пришла с ермеком, пришла с кем? С кем? Вопрос инструментального падежа. И, соответственно, окончание инструментального падежа. Ермек, пен. Отсюда давайте мы еще с вами возьмем один пример. В офис с дочкой ушла. В офис с дочкой ушла. У вас примеры написаны на русском, но на самом деле здорово, если бы вы их и русский вариант тоже писали рукой, потому что вот это будет гораздо эффективнее. В офис с дочкой ушла. В офис с дочкой ушла. Ушла, допустим, я кеттам. Есть у нас отдельно в офис и есть отдельно с дочкой. Начальное слово офис и начальное слово дочка. Кыз. Переводим. Алгоритм тот же. Каждому члену предложения задаем вопрос. Ушла в офис. Ушла куда? Ушла куда? Вопрос дательно-направительного падежа. Офиске. Ушла с дочкой. Ушла с кем? Ушла с кем? Вопрос инструментального падежа. Соответственно, окончание инструментального падежа. Кыз бен. Вот такой простой способ поставить правильное окончание в казахском предложении. И еще одна функция у этого падежа есть. Еще одна функция – это образ действия. Я на машине приехал. Я на машине приехал. Основной вопрос инструментального падежа на самом деле вопрос как, каким образом. Так, еще раз, я на машине приехал. Я на машине приехал. Приехал. Кельдем. На машине начальное слово, форма машина. И когда мы зададим вопрос «я на машине приехал», мы зададим вопрос, я как приехал, я на чем приехал, да? На машине. Я на чем приехал, я каким образом приехал. Потому что я мог на машине, на трамвае, на самокате, на самолете, на поезде, а тут я на машине. То есть вот таким образом. Соответственно, окончание вопрос, чем, каким образом, и окончание машина, мен, кельдем. И еще один пример, самый последний на сегодня, из падежей. Я в Астану на поезде уехал. Я в Астану на поезде уехал. Я в Астану на поезде уехал. Вы уже, переводя уже не первый день и не первый раз, вы понимаете, что мы с вами действуем по одному и тому же алгоритму, И этот курс очень хорошо, один урок прорабатывать день-два примерно. Отрабатывать. Почему? Потому что в голове, повторяя каждый раз одно и то же, похожие вещи, да, то у нас в голове формируются новые нейронные связи. Более того, они формируются и они укрепляются. Это, знаете, создание новой нейронной связи в голове очень похоже на тропинку. Допустим, вот снег выпал, и тропинка это что? Это когда много раз прошли люди по одному пути. Если вы идете первый, допустим, утром, снег вышел, вы вышли, идете в офис,
И через двор идете, и вот первый раз вы прошли, и вы только следы оставили, это еще не есть тропинка. За вами сосед вышел, тоже еще раз прошел, опять-таки это просто следы, это не есть тропинка. А вот тропинка это когда 10 человек туда-обратно прошло, это такой утрамбованный снег. И, соответственно, нейронная связь точно таким же образом формируется у нас в голове, когда мы по одному и тому же алгоритму действуем 1, 2, 3, 4, 5, 40 раз, и тогда данная нейронная связь, она будет крепкая. Поэтому вы уже видите, что я постоянно одно и то же повторяю. Мы с вами проходим по одному и тому же алгоритму. Я в Астану на поезде уехал. Кеттем. В Астану на поезде. У нас есть Астана, есть поезд. Давайте зададим вопрос к слову Астана. Я уехал в Астану. Куда? Барсептек. Я уехал на поезде. Я уехал каким образом? Поезд бен. Все очень просто. Прежде чем перейти к выполнению домашнего задания, хорошо бы немножко отдохнуть. Встаньте немножко. Можно пару раз присесть, можно прогуляться немножко. И потом, перед выполнением домашнего задания, моя рекомендация, опять вот именно эти моменты видео пересмотреть, когда вам показан сам алгоритм. И далее при домашнем задании вам будет гораздо легче. И на сегодня еще небольшая маленькая тема у нас есть. Это тема, которая нас подготовит, наверное, самой интересной части нашего курса к временам глагола. Сегодня мы поговорим о понятии инфинитив. Что-то доска уехала немножко. Инфинитив. Инфинитив, повторюсь, я немножко уже эту тему затронула. Инфинитив – это неопределенная форма глагола. То есть это, допустим, кру, это шигу, это, допустим, киту. То есть это входить, это выходить, это уходить. Инфинитив – это глагол, это форма глагола, неопределенная форма глагола, которая одновременно две вещи обозначает. Во-первых, это понятие явления, это понятие, название процесса, да, как понятие. Второе – это название действия. Так вот, если я вас спрошу, как кыру переводить, то в Казахстане глагол кыру больше в первую очередь будет переведен как вход, потому что именно кыру и шигу мы видим во всех общественных местах. Но кыру также переводится как входить. Шигу мы с вами быстро переведем как слово выход, но шигу также переводится как выходить. Теперь давайте немножко с другими глаголами. Допустим, киту. Киту – это уход и глагол уходить. Уход в смысле не уход за больным, а уход в смысле процессия, когда вот кто-то там вход, вышел, вход, выход, уход, приход, поход, это вот в этом смысле. И теперь хочу сказать, что когда инфинитив используется как существительное, в смысле как понятие, он является существительным по сути, оставаясь вот в этом виде. И, соответственно, он изменяется, как все именные части речи, в данном случае как существительное. Поэтому давайте я вот немножко пример приведу. Если честно, то на казахском языке можно использовать и можно жить только глаголами, потому что глагол настолько универсальная часть речи, из него можно делать почти все части речи. И, вот, допустим, вот функция инфинитива, по сути, используется как существительное. Допустим, вот у вас на листе 7.3 приведен пример в связи с приходом. В связи, напомню, это послелогия, это наша уже любимая часть речи, вспомогательные слова. В связи с приходом, в связи это послелог инструментального падежа, потому что поэтому в слове, которое идет до этого послелога, будет окончание вспомогательного падежа, инструментального падежа. В связи с приходом келюмен байланыста. Хочу такую вещь сказать, что в казахском языке после «у»
почти всегда пишется гласная. Почти всегда пишется гласная. То есть в связи с приходом келю, ну в данном случае так, келюмен байланысты, байланысты. А вот следующий пример, смотрите, в связи с моим приходом, вот это о чем я, вот об этом, да, келю, и вот мой, тогда это будет вариант не келюм, не мэ, да, это гласное, но после у есть такое правило, пишется также гласное. Келюм мен байланысты. Байланысты. Слово байланысты можно писать, говорить как байланысты и как байланысты. И так будет правильно. И здесь еще пример есть в связи с твоим уходом. Давайте мы немножечко примеров разберем. Пример до моего ухода. До моего ухода. До моего ухода. Вспоминаем алгоритм работы с послелогами. Послелог нашли, обнаружили и его сразу в конец написали. Так вот мы здесь видим послелог до. И мы с вами уже хорошо помним, что послелог до – это послелог дательно-направительного падежа диин. Диин. Теперь мы здесь видим мой уход. Давайте, уважаемые друзья, одним словом сделаем. Уход – это уходить, это киту, соответственно, уход – это киту также. Мой уход – китум. И вспоминаем, какое окончание здесь должен быть. Это послелог бар-септик. Соответственно, здесь будет окончание бар-септик. Кетуме диин. А следующий пример после вашего разговора. После вашего разговора. Послелог после. Киин. Послелог, напомню вам, исходного падежа. Мы делаем ваш разговор. Слово «разговор» само по себе используется часто как разговор, ну, в смысле слова «сюэлису». Сюэлису – это и разговаривать, и разговор. И вот это сюэлису, ну, чаще в Казахстане переводится, ну, по моим наблюдениям, как разговор, как существительное. Даже сюэлису – это и разговаривать. Ваш разговор сюэлису ыңыз. Ишығы септік дописываем. Сөйлесуіңіз ден кейін. Вот такие примеры на сегодня. И теперь также у вас будет пример в домашнем задании на перевод именно на вот эту грамматическую категорию. И сегодня на последнее сегодня все нужное, ну, то, что нам нужно для времени глагола, понятие исходной формы глагола. Мы с вами вот давайте повторим, что келю – это инфинитив, то есть неопределенная форма глагола. А что является исходной формой глагола? То есть исходная форма глагола – это форма, на базе которой создаются все глагольные формы, будь то время глагола, будь то наклонение, будь то причастие, депричастие, залоги. Это часть слова глагола без суффикса «у». Все очень просто. Исходная форма глагола – это корень, а корень – это часть корня, часть глагола без суффикса «у». Соответственно, это будет, если жазу инфинитив, то исходная форма глагола будет жаз. Вот у нас примеры, смотрите. Келю – исходная форма кель, бару – исходная форма бар, жазу – исходная форма жаз, алу – исходная форма ал, и беру, соответственно, исходная форма бер. Вот на сегодня пока все. Почему говорю пока? Потому что у вас дальше есть домашняя работа. Осымен 7-ші сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.